На третьи сутки после обороны началась атака. Когда начали готовиться к атаке, выяснилось, что оборвалась связь со вторым взводом нашей 4-й роты. Я побежал туда и наладил связь. Возвращаясь, столкнулся с идущими навстречу командиром батальона капитаном Гладуном и командиром нашего взвода Базановым. Оказалось, пропала связь и со второй ротой, и ее надо срочно восстановить. У меня была катушка с кабелем, метров 10, телефонный аппарат, автомат за спиной, гранаты и кое-какие боеприпасы. В общем, был в полной боевой готовности. Линия нашей обороны проходила посередине возвышенности. Немцы находились внизу. С обеих сторон велась плотная стрельба из винтовок, автоматов, минометов. То и дело рвались снаряды. Немцы знали и были в ожидании атаки. Позднее я узнал о том, что посланный передо мной связист Цымбалюк погиб. Командир Гладун сказал: «Алексей, Родина не забудет тебя. Некого послать, кроме тебя. Выполняй приказ». Я ответил: «Готов выполнить приказ». Минут через 10 я связался с командиром Гладуном и доложил о том, что в штаб 4-й роты под Большим Дубом упал большой снаряд. Все кругом разнесло, и кто там был, все погибли. В 100 метрах от штаба лежал убитый Цымбалюк. Гладун велел мне через связных довести до командиров рот и взводов его приказ. По сигналу красной ракеты всем идти в атаку. Я довел до командиров 1-й и 3-й рот приказ от имени капитана Гладуна. Стрельба усилилась с обеих сторон. Началась артподготовка. Взрывы, стрельба, крики, хаос. И вдруг взлетела красная ракета. С криками «Ура! За Родину! За Сталина!» наши кинулись в атаку, вниз по склону горы. Но потом, как оказалось, большинство немцев успели таки сбежать с поля боя.